Почему люди бегут из страны? Почему они бросают удобную и спокойную работу и идут на какие-то грязные и тяжелые работы? Что вообще происходит в Таджикистане? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему людям приходится не жить, а выживать. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всех самых важных событий. По официальным данным, за последний год в Таджикистане госслужбу покинули более 3000 человек, что больше, чем в предыдущем году. Глава агентства государственной службы Таджикистана Джума Давлат заявил на пресс-конференции в Душанбе 15 февраля, что если учитывать тех, кто был снят с занимаемых должностей, то эти цифры будут еще выше. Освобождены от занимаемых должностей 5501 человек. Из них 3106 человек по собственному желанию и 271 человек в связи с достижением пенсионного возраста, 16 человек в связи со смертью, 37 человек указами президента и постановлениями правительства, 1580 человек в связи с переходом на другую работу, 107 человек в связи с реструктуризацией, 16 человек в связи с истечением срока договора, сказал источник. По данным агентства, количество госслужащих, покинувших свое место работы в 2020 году, составило 1431 человек, и это в разы меньше, чем в 2021 году. Джума Давлат не объяснил причин увольнения госслужащих, но эксперты связывают этот процесс с целым рядом факторов, в том числе с низкой заработной платой. В то же время Джума Давлат утверждает, что средняя заработная плата государственных служащих составляет более 1400 самани, и, по его словам, не было ни одной жалобы на низкие зарплаты среди его подчиненных. Большинство из общего числа уволившихся госслужащих составляют сотрудники местных органов власти в регионах. Мадина Саидова, пресс-секретарь агентства государственной службы, сообщила 15 февраля, что из числа уволенных 157 человек приходится на ГБАО, 301 на Сагдийскую область, 742 на Хатлонскую область, 162 на Душанбе и 368 на район республиканского подчинения. Несмотря на то, что высокопоставленным чиновникам ничего не известно о жалобах на низкую заработную плату, независимые эксперты говорят, что любая работа, особенно в правительстве, привлекает прежде всего с точки зрения финансового обеспечения, не считая имиджа в обществе. Маленькие заработные платы в госструктурах – это не новость, но власти не желают открыто говорить об этой проблеме. Однако, по мнению эксперта по экономическим вопросам Фазилджона Фатхулоева, одной из основных причин увольнения госслужащих является низкая заработная плата. Он привел в качестве примера свой опыт работы в службе. «Я сам был госслужащим, на службе нет социальных льгот, зарплата низкая. Кто будет работать с зарплатой в 1300-1400 самани? Поэтому многие уходят либо в бизнес, либо в эмиграцию. Другие же утверждают, что одни лишь экономические факторы не могут быть основанием для оттока из госслужбы». А как вы думаете, почему это происходит? Ведь такая ситуация не только с госслужбой. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Шухрат Латипов, эксперт по социальным вопросам, сказал, что если одной из причин увольнения в государственных служащих является низкая заработная плата, то главная причина – это смена руководства и вместе с ним и команды, которую подбирает сам руководитель. По его словам, этапы, которые в местных госорганах должны вести по карьерной лестнице вверх, то есть из местного органа выше, на городской уровень, из города в область, из области на республиканский уровень. Все это формально. К сожалению, на местах каждый лидер формирует свою команду, поэтому другие вынуждены уйти, говорит Латипов. Некоторые наблюдатели говорят, что основными причинами увольнения государственных служащих являются кумовство и непотизм, неблагоприятная рабочая среда, коррупция и отсутствие равного отношения ко всем профессионалам. Однако представитель агентства государственной службы считает, что несмотря на увольнение сотрудников в 2021 году, на вакантные места госслужащих впервые были приняты по конкурсу 574 человека. В целом, по данным этого учреждения, в 2021 году на различные должности на конкурсной основе были назначены 3061 человек. По словам эксперта по экономическим вопросам Фазилджона Фатхулоева, интерес к работе в таких ключевых структурах выше, чем в других госорганах, потому что там более распространена коррупция, и работники полагаются не только на зарплату, но и на другие источники дохода. По официальным данным, в Таджикистане работает 18 701 государственный служащий. Из них 24% это женщины и почти 50% это молодежь. А как вы думаете, почему такая ситуация в государственных служащих? Ведь мы все привыкли думать, что они там как сыр в масле катаются. Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!